Любуемся с утра сиянием солнца, ласковым над нами, с голубизной небесного шатра. Сегодня праздник, радостный, веселый, закончен трудный долгий школьный год. Минул урок, шли ребята в школу, услышать на каникулы звонок. Приветствую 11 Б, общеобразовательный класс, классный руководитель Охотова Любовь Гавриловна. О родине, о людях, о делах. Трудиться научились, а мечтая, бывали в разных странах, городах. Что среди выпускников физико-математического класса уже есть студенты первого курса. Коллеги, учителя, разрешите от имени педагогического коллектива школы номер 29 с углубленным изучением отдельных предметов поздравить вас с праздником последнего звонка. Знания у вас в голове есть, в сердцах, в душе. Все должно быть у вас спокойно. Я вижу не только родителей, я вижу бабушек, дедушек. Очень хорошо, даже младших сестренок, братьев. Пусть они этот праздник видят и учатся, что их братья и сестры заканчивают в такой хорошей школе. Я хочу от имени педагогического коллектива, дорогие родители, сказать вам огромное спасибо, слова признательности и благодарности за то, что вы в течение 11 лет были вместе с нами, были вместе со своими детьми и со своими учителями. Вы сопровождали своих детей из класса в класс, учились вместе с ними, и нынче у вас тоже праздник последнего звонка. С праздником вас, дорогие родители! Уходит детство, в какие города, и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда. Оно идет неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. И зимой, и летом небывалых ждать чудес. Будет детство где-то, но не здесь. И в сугробах белых, и по лужам у ручья будет кто-то бегать, но не я. У вас так много, целый мир для вас открыт. Пусть вам верную дорогу колокольчик прозвонит. Ну, ребята, не робей, о прошедшем не жалей. Ожила, пришла пора, вам ни пуха, ни пера. Первое, для того, чтобы писать, необходимо время от времени задачивать карандаш. Но можно представить, что это довольно-таки болезненная для него процедура. Но тем не менее, потом он пишет тонко. Значит, вам нужно уметь терпеть боль для того, чтобы в дальнейшем, либо она, это боль, в конечном итоге облагораживает тебя.
волнительный момент – последний звонок. Я сейчас прочитаю стихотворение. Специально такое невеселое пришла. Последний прощальный звонок. Он школьной жизни подводит итог. Звенит он вам в добрый путь. Детство школьное уже не вернуть. Родными стали школьные стены. А как весело было на переменах. В памяти школьные годы всегда останутся на всю жизнь, и они навсегда. Так долго ждали этот звездный час, но в прошлом останется школа и класс. Радостью наполнен миг и оптимизмом. Уверенно и достойно идите по жизни. Если дочь растет другим на радость, умница, спортсменка и артистка, значит, эта мама постаралась, и наставницей была, и другом близким. Нового звонка. Да, кончилось детство, и нам невдомек, что больше не будут звать на урок. Ну вот и все. Пора прощаться с любимой школой навсегда. Желали искренне добра, а если иногда шалили, то нет там даже, не знаю. Сегодня мы окончили последний класс. В детстве школьного теперь что вернем. Теперь мы всех школьников старше, так решите начать нам новый путь. А напоследок мы сегодня прочитаем последние все наши сочинения. Ну что ж, учителя, мы начинаем. Ждем вашего благословения. Вы нас учили, но чему, скажите сразу. Прекрасным текстом и большим стихам, и лирик, или баснословным фразам. А может быть, науку вы преподавали нам? Нет. Вы учили нас мечтаниям. Учили вы нас думать и страдать. Учили вы нас верить в ожидания. Учили вы нас мудрость понимать. Уважаемая Яна Семеновна, вы в наших умах и даже на сердце умнее всех, умнее всегда. И ваши основы важны для успеха, мы будем их помнить всегда. Ведь честно вам скажем, без всякого смеха математику важно учить. Уважаемая Валерия Ивановна, 8 эпох неверных стран, по всем векам, по всем заморским странам, вы провели в мире страшно. Учительница, история учительницы наша, открывшая рты за вам внимали, постепенно все запоминали. За интересные и нужные уроки примите благодарность в эти строки. Уважаемая Светлана Николаевна, где Америка, а где наша страна? Я давно уже знаю, пусть даже едва нередко уставили меня. Что ж, сегодня я в увольнении, а завтра в дальнее плавание уйду, и точно уж сам я дорогу найду. Из дальней страны я вам напишу, только спасибо за знание скажу. Уважаемая Ульяна Константиновна, зачем перечислять достоинства науки, которой безупречно так владеет лишь вы? И так на уроках мы много создавали вам строение змеи. Но вот сегодня грустно от чего-то, ведь мы прощаемся не с биологией, о нет, прощаемся и покидаем кого-то, кто нас учил или много лет. Уважаемая Мария Александровна, теория, сплошные формулы вычисления. Когда же кончатся? Делайте решение. И как нам просидеть всего лишь час? Но вы закончили, и мы последний класс. Зачем нам физика? О нет, не для ума, а для простых и повседневных знаний. Сегодня вам поклон отдам и я за труд ваш сложный и за старания. Уважаемая Марина Николаевна, науку в наши головы вложить тяжелый труд, порой неблагодарный, но вы сумели нас приворожить, для химия предмет коварный. Я же волну помним наизусть, а спирта формулу все как один учили. Хоть в химии не асы, ну и пусть, но с интересом проводили. Пойдем по жизни, мол, рабой. Мы помним хорошо, умеем ловко, и соды, уксусы, и сахара с водой на кухне дома делать газировку. И пусть не все нам пригодятся знания, спасибо, от души мы говорим. Ваш труд достоин восхищения и признания, учитель химии, вас благодарим. Уважаемый Иван Дмитриевич, многие думают, что в школе труд предмет несерьезный, даже не важно, но лишь в этом классе только тут смогли стать любимыми, читать старше. Спасибо, примите в этот день за вашу терпимость, за нашу несносность, за то, что порой включали в лень, за то, что с вами было просто. Уважаемый Сидор Сидорович, это вам не лень фигура, это друг на физкультура. Без нее
Сын, ведь без вас мы теперь впредь будем все это терпеть. Уважаемый Александр Иванович, сегодня компьютеры становятся частью жизни. Без них невозможно реально нашей жизни. Без них невозможно развиваться лично. Без них невозможно задачи решить. Учитель информатики, это ведь престижно, но вы прежде всего наш друг, который нам помог без излишек опыта и расширил знания. Уважаемая Любовь Марина, вот с тем, как перед вами, как верится, в последний раз. Мы долго слушали все годы, теперь послушайте и нас. Когда пришли в наш класс учиться, то сами сдать мы не могли, потому что наш учитель с таких под нас мы знали не будет. Вы долго летали землю, что пытались у нас все сдать. Сейчас нам здесь породили, мне легко было нас страдать. Необходимо было стружку с нас аккуратненько снимать, и лишнее, чтобы снять, но в меру, никто не должен пострадать. Зато теперь на радость людям мы все выходим в мир большой. Вы наш Создатель. Прямо скажем, неоценима эта роль. Уважаемая Любовь Степановна, каждый год за печаль и печаль, снова день расставания. Мы желаем вам новых побед, здравия и счастливых лет. Чтобы трудно, чтобы люди ценили, послушали школьники, аттестат, чтобы было всем, чтобы в школе не было. Мы желаем вам светлых мгновений и хорошего вам настроения. И хорошего. Благодарность примите от нас, вспоминайте почаще наш класс. Перевернута страница, это беззаботная весна, никогда не повторится. Мы вернемся еще раз, чтобы сказать спасибо еще раз. Мы вернемся и благодарим. А пока говорим до встречи и за все благодарим. Время расставания настало. Мы за руки держать бежали вниз. И знаний получили мы немало. Не помним очень много слов. Давай споем сейчас песню, ведь мы последний раз вместе. И станет видно, что сегодня ближе всех на свете это мы. Но все же нам уйти надо. Как жаль, что нам не быть рядом. У школы на крыльце нас ждет трудная жизнь, где мы разлучены. Вас узнали мы от Пифагоре. О Блоке. Английский даже. Прошли в мир от моря и до моря. И в анатомии чуть-чуть поднаторели. Показали, как девчонка. И даже, мамочки, влюбились мы в ваш хлор. Мы вместе штурмовали зиму и изучали тщательно фольклор. От вас узнали, как цель жизни. Как до жизни надо достигать. Что по спирали все же Даже помню, сколько будет дважды 5. Ручки оптимума нас всегда держали, дарили нам заботу и тепло. Теперь стоим перед вами в этом зале и понимая, как нам с вами повезло. Услышьте наше громкое Спасибо! За знания, помощь, за поддержку эти годы. Поклон вам низкий, наши дорогие, и наплевать, что вышел он из моды. Последний звонок, простые слезы, что твоя жизнь, школьные грезы, немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителя, мы дарим розы, и все-таки сложно, ни годы, ни два забыть.
очень печальный день. Мы уходим из школы, уходим из своего второго дома. Последний звонок, да, праздник. И в то же время последний звонок для наших детей, он говорит о том, что дети наши уходят во взрослую жизнь. Сейчас, окончив, сейчас сказать именно слова для наших выпускников, для наших деток. Дорогие и родные, и любимые нами детки. Да, именно учителя. Пока мы были дома, заняты домашними делами, на работе, они воспитывали нас. В то же время действительно немного грустные. Вот эти года, школьные года, они пролетели до такой степени незаметно и быстро. И мы сейчас смотрим на наших детей. Уважаемые учителя, это такие же ваши дети, так же, как и наши дети. И вот мы сейчас на них смотрим, и они уже взрослые, самостоятельные молодые люди, готовые вступить в самостоятельную жизнь уже практически без нашей помощи. И действительно становится немного грустно, что все они уже большие.